История рок-группы Nirvana. Классический состав. Курт Кобейн, вокал, гитара, Крис Новоселик, бас-гитара, Дэйв Гроул, барабаны. В истории рока было как минимум две группы Nirvana, но только одна из них оказала на состояние современной музыки такое влияние, что ее название на слуху по сей день, несмотря на то, что ее солист Курт Кобейн ушел из жизни в 1994 году. За это время в рок-музыке успело смениться немало модных течений, но в каждом из них непременно было что-то от музыки, которую играла Nirvana, а песни этой группы нисколько не устаревают. Лицо Кобейна растиражировано на миллионах маек, а его имя с полным правом присоединилось к ряду таких имен талантливых и погибших в молодости музыкантов, как Джим Моррисон, Джимми Хендрикс и Иэн Кертис. Группа образовалась в 1988 году в Сиэтле. По удивительному стечению обстоятельств в этом городе на рубеже 1980-1990-х годов возникло множество интересных групп, игравших независимую музыку и выпускавших диски на местной звукозаписывающей фирме Sub Pop. В начале 90-х годов сокрушительная сиэтлская волна стремительно изменила ситуацию в большом шоу-бизнесе, в котором до этого царили слащавые хард-рокеры типа Poison или Warrant. То, что раньше считалось неприбыльной местечковой музыкой, за год-два отодвинуло титанов поп-хард-рока на тихую обочину. Их имена просто исчезли из хит-парадов. В середине 1989 года Nirvana выпускают на Sub Pop свой дебютный альбом Bleach, который к концу года продается довольно большим для некоммерческой группы тиражом в 35 тысяч экземпляров. Музыка представляет собой смесь гаражного рока, панка и откровенного металла, то, что в Сиэтле называют гранж, в сочетании с очень интересными мелодиями и странными текстами. Крупная звукозаписывающая фирма Geffen, выпускавшая, например, альбомы группы Guns N' Roses, обращает внимание на Nirvana и решает, что в них есть коммерческий потенциал. Следующую пластинку выпускает удачливый продюсер Буковик, впоследствии сделавший звучание Smashing Pumpkins U2, а в середине 90-х годов создавший Garbage. На этом этапе к Кобейну и Крису Новоселику присоединяется новый барабанщик Дэйв Гроул. Прежний ударник Чет Ченнинг уходит, не в состоянии вынести вандалистских наклонностей Кобейна, который крушит гитары чуть ли не на каждом концерте. Вскоре это станет фирменным знаком группы. Выступления Nirvana всегда будут ассоциироваться с полным разгромом в духе ранних Who. Альбом Nevermind 1991 года, вариант перевода «Ничего страшного, не беспокойтесь, не обращайте внимания», оказывается невероятно успешным. Кобейн, хотя и рассчитывал на определенный успех, но такая быстрая и огромная популярность ошеломила его. Миллионные тиражи, повсеместная истерия. Гранж становится самым модным стилем не только в музыке, но и в одежде. Обрезанные по колено джинсы, клетчатые рубашки и ботинки из гардероба лесорубов – характерные приметы эпохи расцвета гранжа. Вслед за Nirvana на большую сцену выходят Pearl Jam, а также такие уже вполне известные группы Alice in Chains и Soundgarden. На волне успеха неожиданно выясняется, что в конце 60-х годов уже была группа с названием Nirvana. Ее музыканты подают на Nirvana Кобейна в суд. Однако Кобейну удается оставить право на это название за своей группой. Радиостанции и музыкальные каналы круглые сутки крутят запах юности «Smells Like Teen Spirit». Первый хит из нового альбома, в то время как Кобейн пожинает плоды скандальной популярности. Появляются публикации о том, что певец пребывает в депрессии, употребляет героин. Некоторые коллеги по независимой сцене обвиняют его в том, что он продался воротилам шоу-бизнеса, и это сильно расстраивает музыканта. В 1992 году выходят два сборника песен. Сначала изданы только в Австралии и Японии Harmony, и следом за ним сборник Insecticide, звук которого совершенно далек от отлаженного и приглаженного звучания альбома Nevermind. А некоторые песни представляют собой острое выражение депрессии и истеричности. Но и этот, казалось бы, совершенно некоммерческий проект восторженно принимается публикой. Но слушатели ждут от Nirvana диска с новыми песнями, и группа долго готовит его в сотрудничестве с панк-продюсером Стиви Альбини. Они тщательно лишают звук всяких красивостей, но и это не становится помехой на пути к успеху. In Utero, который вышел в 1993 году, мгновенно становится быстро раскупаемой пластинкой.
Одна из последних работ Кобейна – акустический концерт, выступление без электричества на MTV, выпущенный в 1994 году уже после гибели певца. Этот концерт несет на себе отпечаток большой грусти и большой усталости и показывает группу с новой стороны. В нем нет тяжести и истерики. Эта работа продолжает тихую акустическую линию, встречавшуюся в предыдущих альбомах. Кобейн также исполняет несколько песен других авторов. Нирвана подтверждает свой статус одной из популярнейших в мире групп, но Кобейн находится в кризисном состоянии, несмотря на то, что у него недавно родилась любимая дочь от любимой жены, Кортни Лав из группы Hole. В начале апреля 1994 года он попадает в больницу вследствие передозировки наркотиков. А спустя несколько дней после выписки его находят застреленным в гараже собственного дома. Официальная версия – самоубийство, хотя существуют и версии покушения на музыканта. Погибает гениальный сочинитель и певец, который в значительной степени изменил современную музыку. После его смерти группа распалась. Крис Новоселик ушел в тень, а Дэйв Гролл через некоторое время собрал весьма успешную группу Foo Fighters и в 2001 году присоединился к коллективу Queens of the Stone Age. Но дискография Нирваны продолжается, и помимо множества концертных альбомов, в 1996 году выходит сборник ранее не издававшихся записей «From the Midwest Bank of Uishka», что переводится как «С грязных берегов реки Уишка». В 2002 году Дэйв Гролл и Новоселик сообщают, что готовят к выпуску еще одну подборку «You Know You're Right», по названию единственной песни, которую группе удалось записать, когда они в начале 1994 года, незадолго до гибели Кобейна, решили готовить новый альбом. Также запланирован выпуск большого бокс-сета, комплекта из нескольких CD, хитов и раритетов Нирваны, который уже готов, но не мог быть издан ранее из-за претензий вдовы Кобейна Кортни Лав на авторские права.